Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Выставка «Рожденная Победа» — это совместный проект Государственного хранилища ценностей республики с Якутским художественным училищем имени Романова. Выставка, посвященная 80-летию со дня основания образовательного учреждения, подчеркивает преемственность художественных традиций и представляет вклад выпускников училища в культурное богатство региона и сохранение самобытности народов Якутии. Наша гостья в студии сегодня Анна Гуляева, ведущий эксперт отдела по работе с ценностями Государственного фонда Республики Саха-Якутия. Анна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. Хочу поговорить о том, кто является организатором выставки, вообще как пришла идея, собственно, ее экспонировать. Идея выставки пришла очень давно, то есть заблаговременно, за несколько лет к юбилею Якутского художественного училища. В этом году Якутскому художественному училищу Петра Петровича Романова исполняется 80 лет. К этому событию, конечно же, мы решили, и инициаторы Якутского художественного училища, и Государственного хранилища ценностей, мы решили сделать совместную выставку, потому что большинство выпускников, ювелиров, которые исполняют невероятные изделия, у нас хранятся в сокровищнице Якутии. К этому событию мы, конечно же, открыли невероятную выставку под названием «Рожденная Победой». Насколько я понимаю, те экспонаты, которые хранятся в сокровищнице, не часто доступны обычному зрителю-посетителю. Да, да, и действительно. вот это уникальная возможность познакомиться с тем, что скрыто от мирских глаз, что называется. Анна Владимировна, какие направления творчества представлены на выставке? Давайте Конечно же, первое – это ювелирное искусство. Большинство витрин – это ювелирное искусство. Это изделия серебра, золота, драгоценными камнями, полудрагоценными камнями и, конечно же, косторезное искусство. Отдельная витрина косторезного искусства и отдельная витрина камнерезного искусства. Направление действительно выпускников училища очень важно и несет свою самобытность, народность, и направления эти очень важны и задействованы в нашей выставке. Есть у выставки, как и у многих других, центральная экспозиция, насколько я понимаю, что она собой представляет. Центральная экспозиция кольцо Ие-Сирь, Ие-Сирь на якутском названии, Мать-Земля. Это кольцо выпускника училища, выполнено в 2017 году. Станислав Егоров, он выполнил невероятное кольцо «Трансформер», которое в виде шара, открывается шар, там у роса, в росе цветок, а в этом цветке бриллиант. Центральной композицией является это кольцо Ие-Сирь, и оно обрамляет нашу афишу выставки «Рожденная Победой». А если не секрет, то есть ли у этого кольца цена? Или она не оценена? Но я представляю, сколько такая работа может стоить. Да, действительно есть цена, но мы не имеем права оглашать. Хорошо. Анна Владимировна, я знаю, что вы наверняка знакомы со всеми экспонатами. Что поразило больше всего, ну, помимо вот кольца? Есть ли экспонат, который, ну, прям больше всего запал в душу? Да, есть у нас молодая ювелир Власова Милена. Ее композиция Тамара Ивановна, очень интересная. Это из фондов изделия скульптура, наверное, можно так сказать. Скульптура, выполненная из серебра, золочением. Есть бивни мамонта, серебро. Интересная композиция. Действительно, Тамара Ивановна выглядит как Тамара Ивановна. Очень богатая, статная женщина якутская. Ну, довольно-таки городская, потому что она стоит в каблучках, и у нее такие большие сережки якутские, которые прямо ложатся на плечи, и в руках у нее кот. Интересная композиция, очень всем нравится. Она принадлежит Якутскому художественному училищу и хранится у них в фондах. Вы можете увидеть ее сейчас на нашей выставке, которая демонстрируется в сокровищнице Якутии. Такая современная Далбар-Хатун, правильно? Да, да, наверное, так. У нас очень много разных композиций и интересных, но вот это одна из самых запоминающихся, которая нравится всем. Буквально все гости вдохновлены и очарованы. Слушайте, ну уже хочется сходить посмотреть. А если не секрет, как отбирали участников, как отбирали экспозиции? Я же понимаю, ну, талантливых мастеров, ювелиров, косторезов, молодых в том числе у нас много. Как вот... Очень много, да, очень много у нас ювелиров. Получается, ювелиры в училище, они выпускаются с 92 года по 3-4 человека в год. Это около 200 человек с 92 года. А ранее, конечно же, тоже художники
художники, мастера и так далее разного ранга, разных возрастов. Именитых очень много, именитых, заслуженных, которые участвовали в разных республиканских конкурсах, всероссийских и на международных уровнях, которые занимали определенные места, награды, ордена и так далее. Вот на основе этого мы отбирали заслуженных и знаменитых, исполненные наши национальные украшения и скульптуры камнерезные и косторезные К работы. слову, хочу немножко еще поговорить о названии выставки. Носит она название «Рожденная победой». Как пришли к такому названию, как коррелирует самое главное с содержанием? Я понимаю, что, скорее всего, это в год 85-летия. Да, Якутское художественное училище Петра Петровича Романова основано в 1945 году. Представляете, какое время прошло, да? В те года, в 1945 году, когда вся страна, была война, разруха, основалось такое училище, уникальное, художественное. Люди работали, творили, создавали невероятное. И вот с тех времен выпускаются невероятно талантливые люди по всему миру, чьи работы хранятся не только в фондах, в Государственном фонде Республики Саха-Якутия, это то есть Гохране Якутия, сокровищница Якутии, но и в фондах училища, в частных коллекциях в России и за рубежом. Действительно, это так. А вот если говорить про выпускников, мы уже некоторых сегодня отметили, в том числе и тех, кто экспонируется в рамках выставки. Немножко такой меркантильный у меня интерес, где они берут материалы для своей работы. Но я понимаю, что золото, серебро, бивни мамонта просто так не достанешь, и стоит это, хороших денег. Там Да, еще и бриллианты. Действительно, как мы понимаем, что именитые, знаменитые уже возрастные выпускники, они приобретают сами. У них большие ювелирные компании, такие как, например, Угору Тум, братья Заболские, они выпускники училища. Известный камнерез, единственный в Якутии, это Сергей Николаевич Колодезников. Татьяна Батюшкина, знаменитый ювелир, тоже славится своими невероятными украшениями. Ну и, конечно же, наши студенты, которые приобретают... Я тоже задалась вопросом, когда у нас выставлялась выставка, я об этом тоже не знала. Спросила, а откуда берут студенты все-таки серебро, золото, бриллианты? Оказывается, училище предоставляет это все студентам. Какие они молодцы, я сказала, что они предоставляют, потому что действительно не у всех есть возможность студентов все это приобрести, тем более бриллианты, и золото, серебро. И оказывается, да, действительно училище предоставляет, при этом это изделие либо украшение остается в фондах училища, где хранится. У училища есть свой музей, где они выставляют, у них есть свой фонд, где они хранят все эти изделия. И вот предоставилась такая возможность к юбилею выставиться, и чтобы вся республика и гости республики видели изделия, украшения выпускников художественного училища, которые несут действительно важное в республике. Я, насколько понимаю, это не первое сотрудничество фонда и училища. Есть какие-то другие проекты. Давайте о них немножко поговорим, что мы... О выставке, да, выставке. Давай. Я понимаю, что это постоянное сотрудничество, взаимовыгодное. Да, взаимовыгодное. Мы работаем с художественным училищем давно, сотрудничаем. У нас, конечно же, постоянные ежегодные республиканские выставки с ювелирами Арктики, с художественным училищем. И, конечно же, мы работаем отдельно выпускниками. То есть, если какое-то изделие нам очень понравится, у нас есть определенная комиссия в Гохране Якутия, которая рассматривает изделия, украшения, композицию и приобретает фонды сокровищницы. Анна Владимировна, я понимаю, что, конечно, будущее — это категория относительная, и вот мы сейчас с вами немножко пофантазируем. В эпоху, когда все даже традиционные якутские украшения у нас можно купить на одном известном рынке, заказать на маркетплейсах. Вот, казалось бы, судьба наших традиционных отраслей. Какая она будет, как она сохраняется, есть ли будущее? Конечно же, есть будущее, да, действительно. Это все-таки этнокультура, наша культура народа Саха. Вот оно несет вот это вот движение вперед. Чем мы углубляемся в корень нашего народа, что было раньше, как наши предки это все делали, действительно из серебра, и серебро раньше было не такое качественное, с разными примесями, оно было темное серебро, а сейчас у нас мы впереди планеты всей, как говорится, и серебро имеет такой оттенок, что похоже на белое золото, и доступность для наших ювелиров, наших предпринимателей очень большая, и мне кажется,
этно. Наше национальное идет вперед. Я не знаю, как у других, но когда я выезжаю за пределы, надеваю наши красивые сережки якутские, которые вот до плеч, и просто производят фурор и внимание невероятное. Национальное украшение, да, действительно. У нас недавно открылась выставка, уже закончилась в Казани, «Сокровища Якутии». Знаю, да, да, вы слышали, слышали. наверное, да, я там тоже была в национальном костюме, и просто они были все невероятно ошеломлены, как это все красиво, как много у нас атрибутов, особенно у якутской женщины. Это бастынга, нагрудная, впереди, сзади, вот эти вот браслеты, кольца, которые На весь палец, на да. весь палец. Это просто невероятно. И потом я пошла на эфир также, «Доброе утро» называется, да, на их местном телеканале, и тоже надела скромные такие небольшие сережки, ожерелья. Они тоже были в невероятном восторге от увиденного. И сказали, это еще скромно? Да, это скромно. Я решила поскромничать и показала это кольцо, которое на весь палец, да. Ну, в общем, пока мы возвращаемся к корням, у нас есть свое будущее, Анна Владимировна, насколько я понимаю. Давайте в завершении. Какая реакция у публики на выставку? Я уже понимаю, что там были посетители, не одни. И до какого числа можно посетить, собственно, экспозицию? Выставка имеет небольшой срок, всего 2 недели. Она заканчивается уже на следующей неделе до 16 числа, до 15 включительно, то есть последний день 15 числа. Дальше мы готовимся к следующей выставке. У нас идет выставка за выставкой, как вы понимаете. Я часто здесь бываю у вас в эфирах. И приглашаем всех обязательно посетить эту уникальную выставку, которая посвящена действительно всем выпускникам, которые прославили нашу республику на территории Российской Федерации, за пределами, и которые сейчас являются самыми флагманами республики. Наши компании, все мы их знаем, не буду говорить вслух, но это действительно, да, все выпускники, это наши ювелиры, изделия, которые продаются, будут продаваться, и которые хранятся, экспонируются в нашей сокровищнице Якутия. Всех приглашаем. Анна Владимировна, во-первых, было очень интересно послушать, что у вас там интересного на выставке есть. Уверен, что будет еще интереснее прийти и посмотреть воочию до 15 октября. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.